Хорошо, доча. Котя, выпей, пожалуйста, все, что там выписали. Всем привет, дорогие мои. Так, главное, чтобы у меня сейчас эта штука не вылетела. Всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Кеша Рыкайда ханым. Алмагуль Чабаева апайым саламатсыз ба. Мой любимый преподаватель казахского языка. Скесат, рахмет, рахмет. Всем добрый вечер. Сегодня у нас будет, я думаю, эфир, скорее всего, орысша казахша. Иткені менің тікелей эфирімнің қонағы замечательная, чудесная женщина. И я сегодня уже выставляла анонс. Она является... Лицо изменилось. Почему? Это фильтр просто изменился. Здравствуйте, здравствуйте. Так, сегодня... Так, Сая ханым, здесь ли вы у меня? Что-то я пока ее не вижу. Сегодня мы будем говорить про элегантную женщину. Тема такая, знаете, я же недавно провела свой курс и поняла, что, оказывается, все-таки у многие женщины хотели бы получить знания в этой сфере. И на самом деле это, как, знаете, в том фильме, я, говорит, думала, что джентльмен — это тот мужчина, который катается на лошади. Спасибо. Ой, Гульжиян подключилась, прекрасный нумеролог. Спасибо, так приятно, очень приятно, что вы все подключаетесь к нашему эфиру. Сая является экспертом, потому что она основатель своей школы этикета. Спасибо большое, спасибо. И я, наверное, знаю какие-то азы про элегантную женщину, потому что, ну, во-первых, у меня профессия такая, да, это как по самопрезентации. Я знаю, как можно с помощью одежды влиять на окружающих, как себя презентовать. И, конечно же, благодаря тому, что я очень много ездила по миру, училась за границей, получала много знаний, естественно, я тоже, конечно, есть такое понятие навиденность, да, и, конечно же, я какие-то вещи узнала, ну, просто по сути, по жизни, да. Но Сая ханым, она обучалась этому прям профессионально. Кстати, вот Алмагуль Чабаева, мой преподаватель по ораторскому искусству, казахскому языку, она тоже является человеком, который владеет этикетом, то есть она может обучить женщин этикету и ораторскому искусству. Вот. В общем, так как я провела недавно свои курсы, мы поняли, что эта тема прям такая актуальная. Так, что тут пишет еще? Будет ваш курс и когда? Да, кстати, с Алмагуль ханым мы готовим теперь мой курс на казахском языке. Вы знаете, мне всегда все дается достаточно не вот так. Я всегда обучаюсь, всегда скрупулезно это все изучаю. Мне приходится всегда выходить из зоны комфорта. И вот знаете, вот я первый раз провела Айда ханым, сіз курс оқытасыз ба, қазақша жауап бересіңіз. Ой, жаным, Айдока. Мен ендігі курсымды қазақша дайындап жатырмын. Өйткені біз Алмагуль Чабаева ханыммен білетін материалымды бәрін қазақшаға аударып, сол қазақ тілімді дұрыстап как это, тіл байлығымды кішкене қосып дегендей,
осы курсты дайындап жатырмын. Так, қанша новый курс болады? Қашан новый курс болады? Сіз біздің лентамызды қарап жүріңіз, сторисімізді қарап жүріңіз, сол жерде біз міндетті түрде айтамыз. Так. Мен ойлаймын, қазір өте сондай керемет тікелей эфир болады деп, жақсы болады деп ойлаймын. Сая ханым кірмей жатыр. Сая ханым, сіз қайдасыз? Сая ханым, маған жібере қойыңыз. Элегантная женщина. Кто это такая элегантная женщина? Соның бәрін қазір сол туралы сөйлесеміз. Сая ханым, қайдасыз? Кіріңіз. Сая ханым. Девочки, кто знает, как мне пригласить Саю ханым? Напишите, пожалуйста. Вроде все должно было быть как надо. Вот это Леся Мия, что-то вы что-то непонятное такое пишете. Может, вы не будете писать? Потому что какое-то вы что-то непонятное пишете. Кандай курс. Мимика, говорит, непонятная. Өте сұлусыз. Красота, девочки, в глазах смотрящего. Бағасы қанша тұрады? Курстың бағасы қымбат болмайды. Оны біз өзіміздің анонсымызда айтамыз. Эфир сохранится. Который? Вот этот? Да, сохраним. Угу. Вы, Коко Шанель, спасибо. Потому что меня так первой назвала моя Баян Махсатқызы подруга. Она сказала, ну что там? Ну что ты меня там ревнуешь кому-то? Ты же уже Коко. Тебе вообще не стоит ни о чем волноваться. А я как бизнес-вумен знаю, что нужно всегда волноваться. Ну, не то чтобы волноваться, да, а оттачивать свое мастерство. Потому что тот, кто не... Знаете, мне очень нравится выражение королевы, которая сказала Алисе в Зазеркалье. Она сказала, Алиса, хочешь стоять на месте, беги. А если хочешь двигаться вперед, беги еще быстрее. Юля Сингер, она должна отправить запрос, Аид. Так, спасибо, Юленька. Почему она не отправляет мне запрос? Сая, Аида, я отправляю запрос, что-то так долго идет. Угу. Очень странно. Может быть, у вас плохо ловит интернет? Ну куда тебе до куки? Скажите, пожалуйста, где можно купить ваши мужские чапаны? Наши мужские чапаны. Сая қосылды? Қай жерде қосылды? Көрінбей тұр ғой. Может, вот так попробовать сделать? Начать прямой... міне. Запрос. Отправить запрос. Ожидание Сая Абдукани. О, Сая, саламат. Ой, Аида, здравствуйте. Наконец-то я подключилась. А то я так долго жду, уже и перезагрузилась. С интернетом у меня все отлично. У меня специалисты недавно только были. И в этом плане никаких проблем не должно было быть. Ну, наверное, Сая, я очень рада вас видеть. Мы женщины, и нам можно позволить себе такие вещи, как чуть-чуть сбой там по технике. Потому что мы женщины. И это не самая наша сильная сторона.
Вот, Да, здравствуйте еще раз, Аида. Мне здравствуйте. очень приятно видеть вас. Вы всегда, как всегда, красивая, очаровательная. Вы Спасибо. настоящая. Я вам, помните, говорила, что вы наша казахская Коко Шанель. Я смотрю, не только я так твержу, оказывается, значит, это на самом деле так есть, потому что вы очень сильный трудоголик, в жизни очень нежная, хрупкая и в работе очень сильная женщина. Я очень вами горжусь. Спасибо. Прям я свою любовь к вам не могу передать словами. Насколько я горжусь вами, насколько я восхищаюсь. На самом деле таких женщин, как вы, очень мало, и нам есть кем гордиться. Благодарю вас, благодарю, благодарю. Саяханым, я благодарю вас. И, наверное, мы отключим сейчас все эти пока комментарии, да, чтобы они нам не мешали. Мгм. Хорошо. Так, выключить комментарии. Все, отлично. Вы знаете, Сайханым, я сегодня прям ждала нашей с вами встречи, потому что я же ездила недавно в Астану, и я получила огромное удовольствие, когда общалась с вами. Я благодаря вот все-таки Инстаграму, да, это вообще удивительно, мы на расстоянии стали друг другу очень близкими людьми, да, вот. И Да. когда я вас увидела, такую хрупкую, такую миловидную, такую вообще чудесную женщину. Я вообще люблю знакомиться и общаться с женщинами, с людьми, у которых мне есть чему поучиться. Вот мне кажется, что это вообще такое у меня классное такое качество. Я, во-первых, с годами уже выработала, что я вижу первым делом прям вот самые красивые черты человека, да, в характере, во внешности, потому что у меня профессия такая. Но в целом я хочу сказать, что это, скорее всего, объективное мнение, потому что вы чудесная, и после вашего с вами общения я получила, вы знаете, вот как вот наполняешься, да, потому что иногда бывает, что мы же все такие сильные, и иногда бывает, что после общения немножко такое есть ощущение такой опустошенности, как будто, да, но мы с вами провели часа 3, наверное, или 4 вместе, и я получила огромное удовольствие от нашего общения. И самое главное, вы знаете, как меня благодарила Маржан, она сказала: Аида, сізге үлкен рахмет, сіздің арқаңызда біз өсіп жатырмыз, өніп жатырмыз, сіздің арқаңызда біз үйреніп жатырмыз. Вот мой директор, например, Маржан, она пришла ко мне вообще молодой женщиной, да, она уже была замужем, у нее были дети, но она была совершенно молодой девочкой, и она сейчас посещает ваши курсы, и она очень-очень благодарна и вам, и мне. И я очень рада, что я являюсь вот тем, ну, таким, знаете, как, ну, как этим, как это, мостиком, да, таким золотым. Говорят же казахша, алтын, как мост? Көпір. Алтын Алтын көпір. көпір. Да, есть такое выражение, золотой мостик. То есть это вот вся наша жизнь, она в принципе строится на коннектинге, да. И мы сегодня с вами будем говорить именно об элегантной женщине, потому что вы являетесь профессионалом в этой области, потому что у вас есть школа. И самое главное, что вы даете эти знания на казахском языке. Это очень здорово. Плюс я хочу сказать, что если я эти знания получала благодаря там, своему профессионализму, своей навиденности, да, какой-то, то вы этому обучались прям профессионально. То есть, и нам было, да, с вами о чем поговорить. И, знаете, я хочу сказать, біздің қазақтың әйелдері, қазақтың керемет қазақтың қыздары біздің салт дәстүрімізді біледі, қалай кімге қандай сәлем беру керек, да, қалай қай жерде қандай қандай Ұстаным ұстау керек. Қандай салт дәстүрді ұстану керек. Қай жерде қалай шығу керек. Именно вот то, что мы имеем в виду светскость, да, это не у всех женщин есть. И оказывается, что это очень востребованная такая тема, да. Очень многие женщины стесняются кушать за столом, например, когда они приходят в какое-то такое место, где нужно проявить свою светскость, да, или очень многие женщины, например, когда сервируют стол, они почему-то не кладут нож, да, допустим, с вилкой. И я иногда, когда прихожу в гости и вижу это, ну, мне это как бы так интересно, да, то есть я понимаю, что, видимо, там просто есть какая-то нехватка, да, знаний. А все-таки и мы, мне кажется, такую хорошую тему задели, да. И, кстати, вот на своем курсе у меня было 3 темы. Первая — это про бизнес, второе — самопрезентация. И как раз там я рассказывала про то, как женщины-леди отличаются от обычных женщин, да.
И я Да, хочу да. рассказать одну историю. Я вот на своем курсе рассказывала. М, Я была во Франции и была в таком очень известном туристическом каком-то месте. И там было так много народу, разные женщины, все шумели, что-то такое, да. И был такой взрослый официант. Вы знаете, в Европе часто бывают взрослые официанты. Я пришла, и пока ждала детей, то есть я, ну, так спокойно как-то, как обычно, вроде дала заказ, и потом, когда он меня обслужил, я ему дала, естественно, чаевые, да, потому что это этикет, ну, то есть это такой хороший тон вообще давать чаевые официанту. И он меня поблагодарил и сказал: благодарю вас за ваши манеры. И мне было так приятно, потому что французы, они вообще снобы, да, и начиная с официантов Конечно. снобы, да, и вообще. То есть, и когда я это услышала, мне, например, это был такой большой комплимент, потому что в целом, а потом я начала анализировать и думаю, почему он мне это сказал. А потом я поняла, все шумели и торопились, а я просто как-то с пониманием отнеслась, думаю, ну куда мне торопиться? Я в Европе, да, я сижу, пью вкусный кофе, ну куда мне торопиться? Я наблюдаю за людьми, да, и, видимо, вот это вот как-то прочувствовал, и мне сделал такой прекрасный комплимент, и это надолго очень запомнилось, и потом я девочкам тоже рассказывала про то, почему вот в той же Турции, да, например, к постсоветским женщинам относятся по одному, а к европейкам, например, по-другому, да, и по сути я все время, ну, я же такая казашка же, да, и мне всегда это где-то гложило, я думаю, ну, что такое, да, почему, да, даже я помню, один раз я прям возмутилась, да, а потом я поняла, почему. Потому что наши женщины, они сами себя так презентуют. Мы же работаем очень много. И балашарамен, шулап, улап, айтюр, да, такие Да. прискачем в этот отель, да, там кто в джинсах, кто в чем, вот этот перелет долгий, да, и мы такие все замученные, да, и такие, такие, да. А ведь в основном европейские женщины, да, но мы же, как правило, едем такие в хорошие отели, да, и потом я поняла, что на самом деле вот европейцы, они не торопятся никуда. Они приходят, они ждут спокойно, они настроены на отдых, они с благодарностью к официантам, они улыбаются, да, и это так важно. И это мы Очень просто важно. на самом... даже если я себя не вела как-то там по-другому, да, ну, не так, да, допустим, я не была грубой, да, и так далее, но у них уже сложился определенный стереотип о наших женщинах, да, поэтому я думаю, что вот эта ваша школа, она чудесная, и то, что она на казахском языке, да, и вот моя директор Маржан посещает сейчас ваши курсы, она очень-очень благодарна, она очень довольна. Благодарю вас Поэтому я бы да, от я вас. хочу, я От... хочу немножечко задать вам вопрос вот по этому поводу, да. Расскажите, как проходит ваш курс и какие темы вы там даете? Как проходит вообще обучение, да? Мне очень приятно вас слушать, мне хочется вас до бесконечности слушать и слушать. Мне настолько приятно слышать от вас такой комплимент, такой женщины, от женщины, как я вам не раз уже говорила, что вы женщина number one в фэшн-индустрии Казахстана. Так что, Аида, вы прям меня так восхвалили, конечно. Я обожаю От вас восхищаться, такую обожаю. Я живу этим оценку просто. слышать для меня это огромная честь. Я очень признательна вам. По поводу курсов, знаете, вообще эту школу я открыла, никогда я не думала, что у меня будет школа, что я буду преподавать. Сама жизнь степ-бай-степ привело к тому, что сама аудитория попросила вести меня уроки по этикету. По профессии вообще я бухгалтер всю жизнь. Почти лет 12 я проработала бухгалтером в инженерном центре парламента. И от чего я не смогла как бы им отказать после такого предложения, раз аудитория просит, раз люди верят, люди раз ждут от меня, я начала обучать этикету. То есть аудитория изначально была у нас русскоязычная. Уроки мы начинали на языке. Но
степ-бай-степ, постепенно все привело к тому, что эта же аудитория начала просить уроки на казахском языке, что было для меня несложно. Почему? Потому что школу я закончила русскую, а университет по ошибочным ситуациям на тот момент нынешним, да, по тем обстоятельствам мои документы ошибочно попали в казахскую Ой, вы группу, мне за рассказывали, что я рассказывали эту чудесную историю, да, и как вам было сложно, и вы смогли, вот, знаете, когда сейчас мы с моей Алмагуль Чабаевой, мы прям вот изучаем казахский язык, и мне это так, ну, не то, что изучаем, а я сейчас, ну, работаете. да, работаю над этим, Мгм. и когда я прям понимаю, что мне иногда прям так грустно, думаю, ну, времени нет, ну, что мне делать, конечно, мне легче дать на русском, да, и я вот недавно даже была на передаче, где все говорили на казахском, и я так чувствовала, прям я потела в эфире, мне было так немножко тяжело, но я вспоминаю ваши слова и думаю, ну вы же смогли в институте, да, сложнейшие уроки выучить на Да. казахском. Да, вы знаете, потом это все-таки приходит со временем, и наша бабушка, моя бабушка, ее наставником являлся писатель наш Мухтар Ауэзов. Бабушка была филологом, казаховедом, и мой отец тоже, как бы сказать, они все люди постсоветского времени, все говорили на работе по-русски, мы говорили в школе по-русски, но папа от нас требовал, чтобы мы за столом, за ужином все говорили чисто по-казахски. Может быть, я думаю, это тоже оставило свой огромный след в фундаменте формирования именно речи нашего родного языка. Мне было несложно вести уроки на казахском языке. Отныне, на сегодняшний день, мы ведем 98% моих уроков проходят только на казахском языке. Онлайн-уроки все у меня проходят только на казахском языке. Но я еще хочу сказать, что для выработки языка мне понадобились годы. Это не только студенчество. Даже вот буквально я вспоминаю, в 2005 году мы переехали в Астану, и я была тогда с маленьким ребенком в декретном отпуске. То есть не то, что в декретном, я тогда еще на работу, нигде я не работала, так скажем. Супруга мы отправляли на работу с сыном, и во время его отсутствия, то есть нашего папы, я включала телевизор, и я тогда просматривала сериалы корейские, и в основном помню корейские. Но что мне самой, вот меня что поражает, я не помню ни один сюжет, ни одного сериала, я даже название не помню. Оказывается, я никогда не обращала внимания ни на название, ни на сюжет, ни на фильм, какое вообще, про что это. Я только сидела, даже держала ребенка в руках, кормила, сидела, да, я слушала устно, о чем они говорят, казахские слова, и внизу обязательно были слова-субтитры. Я глазами сидела и читала, и мысленно я принимала. Я слушала слова казахские и просчитывала на русском языке, то есть воспринимала, как какое слово переводится какими словами. И вот так вот Лайфхак. себе. Тоже Да, надо мне взять это на очень. заметочку и начать смотреть сериалы на казахском. Нет, после этого я вообще я даже, наверное, не смотрела сериалы. Но еще, когда вот женщины говорят, когда сидят дома, да, в декретном отпуске, начинают выражаться, вот, я в декретном отпуске дома сижу, я себя так загнала, я начала деградироваться и так далее, и так далее. Ни в коем случае, девочки, вы так не считаете. Почему? Потому что если вам дано время для отдыха, это значит, вам это дано. Для чего-то, для саморазвития. Не для того, чтобы вы служили народу, не для того, чтобы вы служили работодателю своему, а для того, чтобы понять, что вам есть над чем нужно поработать. То есть во время, то есть как я сейчас понимаю, я просто правильно планировала свой день. И, допустим, днем, когда мы выходили на прогулку с ребенком, он у меня спал в коляске, мы тогда жили на Победы, возле Чупа-Чупса. Мы шли с ним на Чупа-Чупс, на аллею, и он засыпал под солнцем. Я с собой брала книгу супруга, он тогда назывался, книга была «Юридическо-экономический толковый словарь», казахско-русский толковый словарь. Я вот открывала, и знаете, вот
на сегодняшнем языке я понимаю, что это есть визуализация, что это есть в какой-то степени медитация, да, что это есть состояние, что нужно войти в это состояние, да, но на тот момент это у меня все происходило автоматически, я садилась перед чупа-чупсом, с правой стороны я видела парламент, на тот момент он еще был старый парламент, там действовал, и с левой стороны я видела Министерство финансов. Я сидела, просто мечтала, что я буду когда-то стоять на троне. Сначала я посмотрю, допустим, на Министерство финансов. Я начинаю представлять, что я работаю на очень высокопоставленной должности. После этого и начинаю зубрить. Мне, например, никто меня этого от меня никто не требует. Я веду себя, как будто я где-то на учебе. Сижу и прям заучиваю и повторяю, закрываю книгу и повторяю. Неосторожность в праве это. Вот честно, никому это не надо, мне тем более не надо. Но чувствуя себя, мне было так комфортно, мне было так приятно. Вы знаете, что вообще есть такое понятие, что каждый человек мечтает и планирует настолько, насколько он чувствует свой потенциал. Потому что, ну, человек не может, ну, не знаю, там, вы же не мечтаете, там, допустим, Антарктиду покорить, да? Есть люди, Да, которые, ну, об этом мечтают. Поэтому каждый человек мечтает в меру своего потенциала. меру своей планки. Да, с Айханом я хотела сказать, что у нас уже, представьте, почти полчаса прошло, а Да, наша вы что? тема «Элегантная дама», да, элегантная Мгм. женщина. Поэтому как бы нам, все-таки люди, вот 116 человек сейчас в эфире, как бы нам эту тему немножечко развить, чтобы мы успели им побольше дать. Хорошо, Вот да. скажите, пожалуйста, вот в целом, вот что такое элегантная женщина? Кто такая элегантная женщина и чем она отличается от красивой женщины? Джордж Армани сказал, красивую женщину можно описать. Почему? Потому что она врезается в глаза, а элегантную описать невозможно, потому что она врезается в память. На самом деле элегантную женщину описать полностью вот так вот словами невозможно. Почему? Потому что элегантная женщина запоминается своими основными элегантными манерами. Нам нравится ее походка. Как? Она как идет? Не знаю, но она идет по-особенному. Она садится очень изящно, как, не как все, а по-иному, по-другому. Нам она нравится. Чем она нравится? Не знаю. Она немного другая. То есть вот эти вот самые элементарные, то есть хитрости женщины мы обучаем на уроках. Какой должна быть походка? Допустим, почему у элегантной женщины легкая походка? Потому что элегантная женщина никогда не допустит перейти на 2 ступени выше, либо вниз. Она всегда будет держать себя достойно, самое главное, с ровной осанкой. Когда мы идем, меня этому обучала и бабушка, и взрослое наше поколение, и мама, и все, конечно, те, которые формировали меня. Бабушка мне всегда говорила, сейчас скажу, во время походки, сейчас у меня по-казахски пришла мысль, можно я на казахском тоже скажу, потому Можно что у нас қазақша айтайық, ага, қазақша да айтайық. казахская язычная аудитория тоже есть, и им тоже это крайне необходимо. Мы, когда идем, прекрасное должно быть величаво. Прекрасное не терпит суеты. Поэтому, когда мы идем, мы всегда должны держать спину ровно и с такой степенной походкой. Никогда не сутулившись и никогда нельзя смотреть вниз в землю. То есть нужно, чтобы наш подбородок всегда был параллелен земле, то есть полу. На казахском бабушка меня обучала, всегда учила, когда ты идешь по улице, всегда вспоминай, говорит слова. Қырғи қыран, тек заңғар таудан ғана қарайды, ал текті ұрпақ өсіп өнген жерден ғана тарайды.
Если ты хочешь, чтобы у тебя будущее твое поколение соответствовало тому, каким ты мечтаешь, то тогда ты должна воспитание начинать с себя. Будучи я девчушкой в переходном возрасте, она прям строго-настрого наказывала. Когда мы садимся, как вставать, как садиться, нам нравится элегантная женщина, нам полностью мы ее не можем описать, потому что это словами не пересказать. Но мы должны объяснить нашей маленькой девочке, дочери, когда она, допустим, спросит, пятилетний ребенок у нас спросит: мама, скажи, пожалуйста, кто такая элегантная женщина? И чем она отличается? И как можно ею стать? Для этого, мамочки, уважаемые мамочки, я очень вас прошу, в первую очередь вы должны начинать с себя. В каком бы возрасте ни было, мы всегда должны обучаться и стремиться к элегантности. Ну, таким образом можно резюмировать, что элегантная женщина отличается от просто красивой женщины своими манерами, своей походкой, своими жестами, тем, как она садится на стул, тем, как она встает, тем, как она подает, как она тем, как она себя несет. Да? Да. И очень важно... И следующее правило. Если красивая девушка знает все правила этикета, она знает, в каком обществе, как себя преподнести, как вести, она прошла все уроки мейкапа, она знает все уроки фэшн-индустрии, как правильно одеваться, как правильно преподносить себя. Но элегантная женщина, она та же, как и красивая женщина, но немножко она хитра. Она заранее будет подготавливаться и будет готова к любому обстоятельству. То есть еще она будет вести себя так же, как красивая женщина, в таком же обществе, соответственно, но она будет вести себя достойно и элегантно, в первую очередь, с ровной осанкой, с красивой спиной. Не в момент, когда с кем-то встречается, либо перед кем-то в определенном обществе, а именно тогда, когда она остается сама с собой наедине. То есть вот этот характер, когда у нее уже внедряется вовнутрь, формируется полностью ее данность, и на тот момент она может считать себя полностью элегантной леди. А когда мы остаемся наедине сами с собой, только в дамской комнате. Поэтому, девочки, когда вы находитесь даже в дамской комнате, держите себя достойно. Будьте самыми красивыми, потому что женщины, девушки делятся только на два. Либо мамы, либо будущие мамы. Поэтому каждая женщина обязана быть счастливой. Счастливой и элегантной. И в итоге у нас получается женщины, которые... Есть такое выражение: сначала мы притворяемся, а потом мы это есть. То есть такое прекрасное выражение, которое я услышала еще в молодости, это когда, возможно, какой-то навык тебе немножечко тяжело вначале дается. Например, там сидеть ровно, или улыбаться, или быть вежливой, да, потому что трудно быть вежливой, когда ты спешишь, когда, ну, там таксист не туда поехал, люди какие-то встретились, да, грубияны. И в этот момент очень трудно быть вежливой, но на самом деле, если вы каждый день будете вырабатывать себе этот навык, улыбаться, быть вежливой, быть такой очаровательно открытой, да, то есть излучать вот какую-то такую доброжелательность, то в итоге, я, кстати, сама заметила, один раз как-то в воскресенье у меня не было водителя, и я, значит, заказала такси еще с нового адреса, и он не туда поехал. И я что-то такая была злая, да, и я начала вот чуть ли не так говорить, типа: ну что, вы ничего не понимаете, что ли? Ну я же указала, да. И в итоге этот чувак вообще, ну чего я добилась? Я добилась того, что он просто уехал. И в итоге я просто заплатила за отказ 600 тенге, да, и чё? И я, как женщина, конечно, умная, взяла себя в руки. Я сказала: так, деточка, успокойся. Такая набрала, и я поняла, что я такая, следующий мой звонок был очень вежливый. Правильно. Потому что, знаете, это есть такое...
есть такое понятие жахпайда, да, вот, ну, реально, если это не твоя, если, знаете, тут, как говорят, если вот у тебя нет потенциала переспорить женщину на базаре, да, ну, тогда не берись за это дело, да, уже тогда будь уже, ну, как бы, держи уже тогда вот эту марку, да. И я с этой категорией, знаешь, такая быстренько перестроилась, и я прям увидела, господи, это какое чудо, когда ты просто улыбаешься, ты вежливая, ты такая вот, да, и это все сразу как бы прекрасно, все это как-то в твою жизнь вписывается. И Да, представляете, это вот, все зеркалит да, наше отношение есть мир наше это то, что у отношение. нас внутри, да, ага, Да, да, ага. да. И знаете, я так рада, что именно вот у вас есть такая школа, потому что хорошие манеры, да, то есть наших женщин очень часто учат с детства таким вот основополагающим, очень хорошим вещам. Например, вот я у себя в бизнесе, да, это очень часто применяю. Например, я девочкам говорю, все, кто пришли к нам в модный дом, они кунакка келгенде адам болсын. Вы никогда не должны вот это вот думать, что, о, сейчас, да, я продам, вот человек пришел купить. Нет, человек пришел к нам в гости. И это тоже өзіміздің сондай ауылда өскен өзіміздің дәстүріміз, потому что у нас там было столько гостей в доме, да, что я уже, ну, я знаю это правило, и казахское, да, что пришел гость, всегда будь, ну, накрой на стол и улыбайся, и радушно принимай, и это прекрасно. Я говорю, наши женщины, они очень мудрые женщины. Очень мудрые. Вы Самые знаете, мудрые женщины на земле — это даже казахи. одна, я же много училась по миру, и я ездила в Украину, и там училась доверять. Ну, там было много-много, я там в лесу жила, с закрытыми глазами я выбирала пару и держалась за этого человека, и он бежал по лесу, представляете? Ну, то есть много там чего было. И вот Диана Щербанская, она такая классная, она сказала, вы знаете, вообще считается так, казахские женщины по эгрегору считаются хозяйками, а вот украинская женщина считается любовницей. Ну вот есть такие как бы эгрегорианальные вещи, да, то есть и она говорит, что казахская женщина, поэтому на нее можно положиться, поэтому она может быть такой опорой своему мужу, да, и очень мудрая женщина. И, конечно, очень многим нашим женщинам просто еще и не хватает вот этого эстетства, да, то есть этикет, это, как вот вы мне в прошлый раз говорили, как я говорю, родина моды — это Франция, Италия, да, и там с этим поспорить сложно, да, а вы говорили про то, что этикет — это все-таки тоже родина все-таки Франция, да? Франция. Поэтому, да, и очень нашим многим женщинам нужно этому поучиться. И это замечательно, что у вас есть такая школа. Как она у вас действует, как она у вас работает, расскажите. И с чего вы вообще начинаете? Школа вообще у нас находится в Казмедии, но у нас сегодняшний день в связи с пандемией мы закрыли Казмедию на карантин, и мы проводим уроки сейчас, офлайн уроки в ресторане. Параллельно у нас идут и онлайн уроки. Мы обучаем не только манерам, на манеры у нас отведено только один день. Мы потом обучаем один день, следующий день, и на столовый этикет. Вообще у многих понятий, раз слово произносится этикет, они тут же представляют перед собой только столовый этикет. Столовый этикет — это только одна часть правила этикета. Следующее мы проходим бизнес-этикет. Как вообще, кто кому должен подавать руку. Одно из, я вам, допустим, скажу, правил, что когда здоровается мужчина и женщина, мужчина здоровается устно с женщиной, только женщина на тот момент решает, протягивать руку мужчине или нет. Вот это вот у нас в менталитете и в быту немного непривычно. Но когда женщина знает эти правила, и мужчина галантный сразу это оценивает, девочки, это очень высокий шаг. Поэтому никогда не стесняйтесь первое протягивать руку. Элегантная женщина всегда сама только решит, протянуть ли руку галантному мужчине или нет. Мужчина, если протягивает руку первым, то это относится к неуважению к этой женщине. Поэтому, девушки, вы не Хотя, казалось бы, стесняйтесь. что здесь такого, да, вот, казалось бы, вот мужчина, вот если так вот логически как будто бы, да, подумать, вроде бы как мужчина
подает руку, а ты как бы вроде ему отвечаешь, правда, да? Вот, Да, ну, как будто на вот этот поцелуй, да, такой, да, 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 вот. да. А оказывается, женщина должна подавать руку, Только видите? женщина решает. И с руководством точно так же. У нас в нашем быту, на практике, это очень часто мы с этим сталкиваемся, и немного мы должны от этого отойти. Либо, допустим, возьмем студента и преподавателя. Студент тут же протягивает руку преподавателю, и только преподаватель решает, будет ли он протягивать руку студенту, либо нет. То есть на этот момент ошибка является, когда студент первым протягивает руку. Для того, чтобы не запутаться, мы всегда перед глазами себе выбираем какого-то галантного мужчину, либо элегантную женщину, то есть определенную личность. Вы представьте перед глазами. Вот следующая ошибка еще, то, что допускают, да, менеджер тут же может протянуть первым руку директору. Не имеет права менеджер протягивать руку. Только директор решает, будет ли он рукопожатием здороваться, либо останется только устным здравствием. То есть вы представьте перед глазами нашего Ельбаса. Каждый ли человек может подойти к нашему Ельбасу и поздороваться? Конечно, нет. Только Ельбаса сам решает, кому он протянет руку. И после этого только его собеседник, следующий человек, ему протягивает руку. Вот такие моменты немного нужно знать, и их нужно применять на практике, для того, чтобы быть, соответственно, очень грамотными. Еще, допустим, элементарные ошибки, то есть не то, что это ошибки, это ошибками тоже нельзя назвать. Этому нас учили в садах в советское время, да? Во время паузы в столовом этикете. Во время паузы ложку и вилку мы кладем, допустим, часто я вижу, что кладут вот так. То есть вторые концы приборов касаются стола, чего недопустимо не только в Европе, а вообще во всем мире. Почему? Потому что и почему мы придерживаемся французского этикета. Как вы уже это отметили, что Франция является источником знаний этикета, придерживаясь французский этикет, мы никогда не ошибемся. И французский этикет очень сильно схож с нашим казахским воспитанием. Одно из сходств, допустим, когда мы садимся за столом, сидим с очень взрослыми людьми, элегантная женщина никогда не должна позволить себе переменить ноги, то есть положить одну ногу на вторую, если за столом есть взрослое поколение. То есть это не на пару возрастов старше, а действительно уже взрослые люди, бабушки и дедушки. И в казахском воспитании это тоже у нас есть. И еще, допустим, одно из правил, то, что схожее с нашими, да, то, что доказывает, не то, что схожее, доказывает, что мы, казахи, нам очень быстро можно научиться этикету, и это у нас есть в крови, заложено в нашем воспитании. У казахов есть слово, допустим, тойга барсаң той бар. Почему? Для чего это сказано? Не для того, чтобы сидеть как чопорная, допустим, как снежная королева, да, и ничего не есть. Нет, мы, когда идем на мероприятие, мы идем для того, чтобы порадоваться, чтобы пожелать желания, чтобы искренне пообщаться с Важнее людьми. общение, да. Да, и мы показываем друг другу, что мы действительно скучаем и радуемся за нашу встречу, а не для того, чтобы наесться. А часто это у нас бывает по-другому. То есть правила этикета, да, это не видите, только правила за столом. Мы еще проходим уроки, как реагировать на хамство, как, допустим, отреагировать... Или на комплименты. Или, допустим, как принимать комплименты. Либо, допустим, как знакомиться с человеком. Допустим, как принимать комплименты. Комплименты, часто мы не умеем принимать их, и поэтому, когда нам говорят, и вообще как говорят комплименты, допустим, говорят, ой, Сая, какое у вас красивое сегодня платье, да, допустим. Никогда нельзя говорить комплимент вещам. Обязательно нужно говорить комплимент личности. Не так, допустим, ой, Аида, какая у вас сегодня красивая кофта. Нет.
Аидочка, вы в этой кофте сегодня выглядите очень превосходно, понимаете? Мы должны подчеркнуть вашу личность, что вот эта деталь, эта вещь, она раскрывает вас. И теперь, как мы принимаем комплименты? Часто что мы слышим? Либо когда мы говорим, да, мы слышим, когда, допустим, кто-то говорит: ой, как вы прям похудели, как вы постройнели, вы так выглядите хорошо. И что мы отвечаем в ответ? Ой, нет, это я наоборот уже поправилась, ты меня не видела месяц назад, и так далее, и так далее. То есть нам обязательно нужно оттолкнуть, нам обязательно нужно отвергнуть. Да, и начинаем оправдываться. Ни в коем случае так делать нельзя. Если человек нам сделал комплимент, мы на этот комплимент обязательно должны ответить комплиментом. То есть мы должны составить такое состояние, положение, что этот человек еще бы в следующий раз захотел бы сделать вам комплимент. То есть мы должны обязательно поблагодарить его, что именно от этого человека вам настолько приятно слышать такие слова. И после этого обязательно ему тоже должны сделать комплимент. Либо Это знаете, как моя подруга пришла, и так классно мы вообще смеялись, ну, говорили на эту тему, что говорит, когда мужчина делает комплимент женщине, она начинает говорить: ой, ну, там и так далее, да, а она пришла и говорит: меня сегодня научили, когда мне делают комплимент, я говорю: спасибо, у вас хороший вкус. Ой, надо же! Классно же, да? Гениальный ответ. И на самом деле все-таки этикет — это когда другой человек, общаясь с вами, не испытывает неудобства, потому что, ну, это как в счастье, знаете, нет конкретной формулы, есть определенные базовые знания, да, но мне кажется, здесь есть еще такое чутье, да, то есть иногда бывает так, знаете, как один человек другому комплимент, второй ему в ответ комплимент, и какой-то конфуз, знаете, как будто бы прям знаете, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, да. На самом деле, знаете, тут еще вот есть такой, мне кажется, тонкий момент, который я замечала. То есть нужно комплимент еще и делать правильно. Например, там говорить: как вы замечательно сегодня выглядите, да, ну там, и как бы задать вопрос, да, там, ну типа: вам, наверное, очень там нравится в нашем городе, да, и тогда человеку очень легко принимать комплимент. Ну, например, да, на светском рауте каком-то, то есть когда человек там, ну, иностранец или там с другого города человек, да, и когда вы ему говорите: вы так замечательно выглядите, да, там, вот қазақша айтамыз ғой, сізге осы қала жағып тұр екен ғой, да, вот как бы вот так. И тогда человеку всегда очень легко сказать, ну, то есть он, во-первых, он не считает, как бы думает: блин, надо придумать тоже еще что-то, да, он просто начинает рассказывать о том, что там, да, у вас такой замечательный город, да. И знаете, это как я вспомнила фильм, вы пока подключались, я смеялась, рассказывала, был какой-то фильм, в общем, парень с девушкой, девушка познакомилась с парнем из высшего общества, и говорит, потом сидит по своему братишке рассказывает: слушай, говорит, я думала, джентльмен, что это человек, который катается на лошади. Да, точно так же получается и в жизни, да, часто бывает такое. Но каждый опыт для нас — это наш навык, на ошибках мы все и учимся. Так что всегда нужно стремиться к совершенству, всегда нужно стремиться. И каждый раз, хочу сказать вам, милые леди, дорогие дамы, каждую возможность не упускайте. Почему? Потому что оно является для вас уроком и возможностью возвыситься на следующую ступень, подняться на следующую ступень. Поэтому у нас еще есть уроки ораторства, потому что, почему я его включила, и вообще я основала авторский свой курс на тех сложных вопросах, с которыми я сталкивалась на протяжении всей своей жизни. Мы начинаем учиться, как правильно одеваться по дресс-коду, как правильно одеваться по бизнес-этикету на встрече, для того, чтобы во время собеседования нам, допустим, нас не только взяли на работу, да, но нам добавили еще 1 нолик в оценке.
нас. После этого часто я сталкиваюсь с тем, что женщины не могут выражаться, то есть на мероприятиях выражать свою мысль правильно и начинают забывать о том, что они хотели сказать на тоях, на торжествах, на мероприятиях. Когда им предоставляют слово, они начинают теряться, волноваться, они начинают уходить не в ту степень и начинают виться вот эта канитель, и они начинают как бы теряться сами. Поэтому у нас существуют основные правила, как должна, о чем должна говорить элегантная женщина. Уроки ораторства я основала из уроков моей бабушки. Чему обучала моя бабушка с детства, полностью я это передаю женщинам. Почему именно женщинам и почему мне нравится работать с женщинами? Потому что, когда ко мне приходят и просят обучить их девочек, я сначала обучаю их маму. Почему? Потому что мама никогда не услышит о том, что говорит дочь. А дочь будет видеть каждый день действия мамы, тем самым она это возьмет себе. Ну, это из категории «наши дети делают не то, что мы им говорим, а то, что мы делаем». Они просто повторяют за нами. Да, совершенно верно. Поэтому мы, как родители, в первую очередь должны заниматься собой, а не детьми. Когда у нас не будет никаких, как таковых, негативных манер, наши дети то полностью будут повторять нас. Мы начинаем работать над, допустим, привычками. У каждого человека есть своя привычка. И каждый человек это знает. И мы начинаем детей обучать другому и начинаем требовать, чтобы они избавлялись от своих ошибок, то есть привычек. Но при этом мы не задумываемся, что мы тоже с детства есть, у нас у каждого есть такие привычки, которые мы их повторяем. Пока мы сами не избавимся от своей привычки негативной, дети наши не перестанут свою нынешнюю. Поэтому нужно работать над собой и, приведя пример себя, мы воспитываем наших детей. Никогда я дома детям не говорю, что по правилам этикета должно быть там что-то, это-то. Дети, вообще элегантность — это в первую очередь свобода и естественность. Это не чопорность. Это не как снежная королева сидеть и требовать правила холодные. Да? Это нужно вводить в быт, в характер. Мы знаем, что то, что перешло в наш характер, это создает нашу судьбу. Отлично, отлично, очень познавательно, и мне кажется, что у вас достаточно много женщин обучается, и они вам очень благодарны. Вот мне самой даже интересно, что еще вы проходите там такое? Мы проходим, у нас есть урок, но я думаю, что здесь сидят только женщины, и мне есть с чем с ними поделиться. Мы проходим, у нас есть урок сексуальные жесты. То есть чего не хватает нам в быту, в семейных отношениях. Женщина, зачастую мы женщины очень улыбчивые, мы любим улыбаться, но всем подругам, сокурсницам, одноклассницам и одноклассникам тоже, коллегам, всем, но только не мужу. Перед мужем мы, часто бывает, мы просто так не улыбаемся, поэтому мы учимся улыбаться перед мужьями, но это не навязчиво, это не наигранно. Для того, чтобы это было естественно, мы проходим практики. Допустим, прекрасно. Не только улыбаться, у нас не уроки пикапа, мы этого совсем не касаемся. Допустим, какие ошибки мы допускаем? Вот, допустим, элементарно, мы сели, допустим, в самолет. Что мы делаем? Зачастую мы берем книгу, вот так, откидываем кресло назад, и все, и закрываемся. Никогда элегантная женщина, когда сидит, она удобно, расхлябанно, она никогда не выглядит элегантно. Когда мы сидим неудобно и с ровной спиной, мы полностью выглядим элегантно. Можно книгу читать в другом месте, и можно для этого найти другое время, но не в самолете. В самолете, когда вы сидите, если у вас бизнес-билет, то тогда вы можете заказать себе
допустим, шампанское, либо вино. Конечно, если это входит в стоимость вашего билета. Почему? Почему именно нам нужно заказывать? Наша цель не та, что мы должны долететь от точки А до точки Б, а наша цель достойно выдержать себя элегантно в дороге перед супругом. То есть, чтобы супруг наш взглядом своим восхищался нами. Если мы, допустим, летим без супруга, либо если мы не замужем, то тогда рядом с нами человеку должно быть настолько приятно, что она, либо он взял бы себе в пример, что как должна вести себя достойная, элегантная женщина. Почему мы заказываем шампанское? Потому что, как бывает это на практике, к нам подходит стюардесса и спрашивает, что вы будете, соки, какие вы будете, и начинает наливать нам, допустим, в бумажные, либо в пластмассовые стаканы, стандартные, одноразовые. И что делают? Обычно выпивают женщины и все, и отдают. Никогда. Наша цель не выпить это все. Даже если мы заказали шампанское, даже если мы его вообще даже не будем его употреблять, мы обязательно у стюардессы должны попросить, чтобы она нам его разлила в фужер. Бокал. Да. И теперь наша цель не выпить до конца, мы его оставляем. Залпом. Да, да. Хлобысь. А И до можно в конца. лодочке? И еще добавку попросите. И попросить добавки. Да. Сидя А с потом ровной спиной. уснуть и захрапеть. Обычно на практике еще и мы надеваем очки, еще и с надписью «не беспокоить», либо разбудить на обед и так далее. Мы просто спим. Спать мы успеем, девочки. Мы рождены не для того, чтобы спать, тем более в самолете. Конечно, это определенный перелет, не длительного времени. Теперь мы берем бокал и начинаем только слегка поглатывая, мы начинаем кружить бокалом, именно играя игривистым вином и пузырьками шампанского, нужно элегантно это уметь показывать, чтобы у человека разыгрался аппетит. Если есть у меня девочки и покрытые, конечно, они не могут это себе позволить, но в этом случае вы просто можете попросить именно сок, который вы будете употреблять, разлить вам в фужер. Это в первую очередь отличит вас от других пассажиров, и это подчеркнет ваше достоинство, ваше уважение в первую очередь к себе. Но об этом никто не должен слышать. Мы громко не говорим: налейте мне, пожалуйста, фужер. Мы должны это сделать незаметно. У нас такая интересная с вами беседа, но у нас осталось всего 2 минуты. Я думаю, что все наши слушательницы, их здесь 188 уже человек, они с удовольствием слушали нашу беседу, но просто сейчас Инстаграм прервет нас, и мы не успеем ни попрощаться друг с другом. Вот у нас есть 2 минуты, поэтому я благодарю всех наших слушательниц, которые внимательно слушали нас, и я думаю, что взяли для себя какие-то определенные уроки, и мне самой было очень приятно услышать от вас какие-то вещи, да, потому что век живи, век учись, и это очень здорово. Например, я не знала, что... Я знаю такую вещь, что когда ты находишься за светским столом, нельзя отказываться от спиртного, если даже ты его не употребляешь. То есть можно просто молча его поставить и как бы сделать вид, что ты выпила, да, и все. Да, пригубить утрик. Вот, но не на весь стол не сообщать, что я не ем мидии, она такая скользкая. Помните, как было в «Красотке»? У меня такая аллергия на рыбу. Поэтому давайте на этой такой замечательной ноте с вами попрощаемся, потому что я вообще не поняла, как наш час прошел. Вот, я благодарю вас, и я думаю, что всем нашим слушательницам, кому это интересно, Сая у нас живет в Астане, подписывайтесь. Я тоже недавно сделала свой курс, и я думаю, что те, кто в Астане, вот просто я вам рекомендую пойти в школу Саи, и она замечательный человек, вы же видите, она такая чудесная. И мне кажется, если вы хотите чему-то научиться, а учиться нужно всегда, поэтому прям
рекомендую. Сая, а вам желаю всего хорошего, удачи, счастья и процветания вам. Спасибо вам большое, Аидочка. Я очень вам признательна за все, за все ваши качества, за вашу женственность, за вашу элегантность, за ваш труд, за вашу, сказать, такую мужскую силу и женскую хрупкость. Вообще, знаете, я больше не, мне кажется, что у меня не мужская сила, а я просто всегда себя представляю, знаете, такой, знаете, богиней, у которой много рук. И если меня разозлить, я, конечно, точно могу чуть прибить кого-нибудь. Конечно. Но... С этим, я думаю, никто не поспорит. Да, потому что женщине вообще никто не запрещал быть эмоциональной. Эмоции нужны, но просто когда этого требует этикет, надо как бы себя держать в руках. Правильно, правильно. Этикет существует для того, чтобы, то есть правила существуют для того, чтобы их нарушать. Поэтому... Или обходить. Да, нам есть чему учиться, нам есть и чему стремиться. Но такие женщины, как вы, они обучают, они своим опытом, своей данностью показывают, какой должна быть самая настоящая элегантная женщина. Мне очень было приятно. На самом деле, целый час он пролетел так быстро, как в прошлый раз мы с вами когда сидели. Это так прошло очень так моментально, так мигом пролетело время, что действительно мы даже не заметили. Приезжайте в Астану, девочки, пожалуйста, учитесь. Кто не сможет приехать, обучайтесь. У Аиды такие курсы. Самые первые знания, когда дает человек, это самые основные, самые смачные сливки. Да. Поэтому обучайтесь в тот момент, пока есть у вас возможность получить от нее все, что она дает. Будете Благодарю вас, спасибо вам большое. Ниетіңізге рахмет, Сая. Я думаю, что наша дружба продолжится, прям уже боюсь. Все, целую вас, а то мы не сможем сохранить эфир, аж девочки хотят послушать его. Люблю вас и всем до свидания. До свидания.